Даже если кто-то и недоволен погодой за окном, я продолжаю поздравлять вас с наступлением весны. Главное, чтобы она была в душе, и если вы всю зиму просидели дома, самое время пробуждать в себе весну, например, походом в театр. Национальный академический театр имени Янки Купалы в данный момент готовится не только к открытию нового здания, но и к премьере. Режиссер Белорусского государственного театра кукол Александр Янушкевич предложил купаловцам к постановке пьесу немецкого драматурга Роланда Шемельпфеннига «Арабская ночь». 5 персонажей – арабская женщина, водопроводчик, лаборантка, страдающая провалами в памяти, человек, который лезет в бутылку, ухажер арабской женщины. У каждого персонажа своя линия. Все 5 одновременно находятся на сцене и одновременно озвучивают свои мысли. Александр Янушкевич выбрал для постановки малую сцену, так как считает эту историю очень личной и даже интимной. Здесь много тем, и, одна за другой она пересекается. Явь, сон. И еще вот момент о том, что напоминание, что мы каждый внутри, помимо себя, да, социального статуса, что я, например, там режиссер якобы, кто-то корреспондент, а мы еще, внутри еще кто-то. Этого самого кого-то мы и должны в себе разбудить, считает постановщик. Так же, как и в арабских сказках, спящая принцесса должна обязательно проснуться, даже если на самом деле она ходит на работу или занимается домашними делами. Там між давно ездят машины и шпацируют люди. Никто не чует. Добрый вечер. Я стричка. Поклали трубку. Звоню еще раз. Чекаю. Все будет по-новому. Я звоню. Понятно. Алло! Есть два способа живо заинтересовать публику в театре при помощи великого и правдивого. Великое захватывает массы, правдивое подкупает отдельных лиц, сказал Виктор Гюго. Этим самым правдивым и должны зацепить зрителя, подсказывает актерам художественный руководитель Купаловского Николай Пенигин. Несмотря на весьма странные и даже фантастические обстоятельства, реакция должна быть настоящей. Странный, путанный сюжет преподносится авторами очень модным сейчас рваным способом. Главное выразительное средство постановки – сами актеры. Все 5 находятся перед зрителем беспрерывно в течение 1,5 часа, и каждую секунду каждый из персонажей включен в действие. Конечно, текст и сама конструкция пьесы, мне кажется, будет удержать зрителей, потому что она такая очень странная. Странные арабские ночи в Купаловском ждут зрителей 13 и 14 марта. Спектакль пройдет на малой сцене концертного зала «Минск». 5 малознакомых жителей современного города, взбудораженные отключением воды и аномальной жарой, произнесут свои монологи, пытаясь запутать нас или же наоборот, подсказать ответ на вопрос: а те ли мы, кем себя считаем? Jeszcze raz отчиняйся! Пятый поверх. Я натискаю, что ее силы, нечто ломается, мне все одно двери поддаются. Марьон не сдымая. Внимание, я не сябра. Театр каждый день борется за наше внимание, так что давайте начнем поддаваться прямо сейчас. Следите за афишами в городе, отдыхайте культурно.